Так, вы в эфире. Друзья, вы знаете, что сейчас вроде бы как типа выборы объявлены, результат которых уже Лукашенко написал себе заранее. Так вот, мы, мои коллеги по Народной громаде и Белорусскому национальному конгрессу, независимые граждане, активисты, блогеры решили использовать это, чтобы дать вам возможность хотя бы во время типа выборов собираться вместе, не рискуя быть задержанными, и говорить о наших проблемах. Мы надеемся, что вас соберется достаточно много, чтобы эта власть наконец-то пошла на уступки. Это был наш план, и мы вынуждены были говорить о нем открыто. 26 кандидатов протеста подали свои инициативные группы, чтобы их зарегистрировать для сбора подписей. И на этих пикетах по сбору подписей мы могли делать легальные митинги. Власть сегодня нарушила закон. Уже первым 9 кандидатам протеста, в том числе Сергею Тихановскому, отказано в регистрации. Они не имели права даже проверять эти группы, но они полезли туда, и несмотря на то, что люди подтверждали свое участие, несмотря на то, что большинство не велось на угрозы, они сказали, что да, группы там типа там люди не подтверждают, доказательств мы вам дать не можем, хотя обязаны сразу же дать. Сейчас случилась такая вещь. Если для меня Ермошина до сих пор была теточка с Бобруйска, которая много любила говорить по телевизору, но юридически как бы преступникам суммирую данные из областей по выборам, это там виноваты, то теперь она совершила, как я считаю, уголовное преступление. Теперь уже просто лишением стажа. Теперь мы вынуждены думать, как нам на это реагировать, потому что есть сегодня еще 4 кандидата будут поданы, и есть еще кандидаты, которые не рассмотрены. Они говорят, они смотрят там 500-700 человек, они говорят, эти люди, вот их нету. Но вы же есть 3000 человек в моей группе, вы все нас поддерживали, вы давали свои записи. Сейчас мы создали железную группу. Мы успели за несколько часов 125 человек, которые готовы железно подтвердить участие, написать заявление об этом и готовы написать даже видеоролик, почему он член железной группы. Сегодня 6:30 вечера мы подадим эти группы. Наши кандидаты, которым незаконно отказано, тоже подадут эти группы. В 18:30 мы собираем пресс-конференцию на крыльце Центральной избирательной комиссии Дома правительства, откуда кандидаты протеста новые и те, которые уже подавали, пойдут опять подавать эту железную группу. Конечно, мы будем там в суда там и так далее, но мы знаем, лукавый суд что такое, когда клоуны в юбках на плечах зачитывают заранее готовое решение. Но мы не остановимся. Мы любыми способами дадим вам месяц свободы. Мы готовы за это платить. Люди уже платят, уже преследуют, уже сажают. 3 кандидата протеста сидит. 4 вместе с Сергеем Тихановским. Когда уже преследуют тех, кто успел подать. Но мы понимаем, насколько важно нам вернуть себе честные выборы, вернуть свободу, потому что Лукашенко нас еще угробит. Кандидаты протеста подают сегодня железную группу. Поддерживайте нас. Делайте ролики, кто записался в наши инициативные группы, выкладывайте их. Маленькие, хоть на 30 секунд. Почему я пошел в инициативную группу 30 кандидатов протеста? И помогайте нам, приходите на наши легальные митинги, которые мы все равно проведем. Лукашенко, тебе не отвертеться. Все. Спасибо, Николай Викторович. Спасибо вам. Все. Заканчиваю эфир. Сегодня в 6:30, 18:30 на площади Независимости пресс-конференция. Подходите все, кто может, все, кто был в инициативной группе.